Общий объем финансирования госпрограммы развития образования на 2022 год увеличен почти на 10%. Это даст возможность повысить оплату труда педагогов и других сотрудников образовательной сферы, а еще укрепить материально-техническую базу и даже построить новые объекты. Об этом рассказала министр образования Коми Наталья Якимова в Госсовете во время рассмотрения отраслевой программы на ближайшие 3 года. Елена Кононова продолжит. Одно из ключевых направлений образования – создание комфортных и безопасных условий обучения и воспитания детей. Поэтому значительные средства и силы брошены на ремонт школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. В этом году в порядок привели 672 здания. Еще 47 обновили по проекту «Народный бюджет». Эта работа будет продолжена и в 2022-м, тем более, что в Коми еще достаточно образовательных учреждений, требующих замены крыш, кровли, окон или вовсе капитального ремонта. В Печоре 4-я школа развалилась, и строители никак не могут приступить к ее ремонту. 2-я школа имени Героя России Стенина тоже потеряла 1 корпус, и дети учатся в 2 смены. 49-я школа – это вообще была контора ГУЛАГа, построена в 40-х годах прошлого столетия. По словам руководителя профильного ведомства, с 22 по 26 годы в России будет реализована программа по капремонту школ и детских садов. Коми тоже намерена участвовать в ней. И сегодня уже разработан региональный проект «Модернизация школьной системы образования в Коми». В него включены 28 зданий школ. Как отметила министр, у 4-й школы Печоры тоже есть все шансы обновиться за счет федеральных средств. А что касается строительства большой новой школы вместо 2 старых, как предлагает депутат Госсовета, то муниципалитету нужно определиться с будущим участком застройки и подать заявку в Минобраз Коми. У нас есть нормативные документы, где администрация муниципалитета должна понять, сформулировать четко свою потребность, предусмотреть земельный участок, предусмотреть средства на проектирование этого здания, либо на привязку. У нас сейчас много объектов, которые можно повторно применять, и заявиться нам в адресную инвестиционную программу. В целом на реализацию отраслевой госпрограммы на 2022 год выделенных средств по сравнению с прошлым больше на 9%. И это не может не радовать, отмечает министр. Поэтому и смогли увеличить финансирование по ключевым позициям. Это и зарплата педагогам, укрепление материально-технической базы, горячее питание обучающихся, а также организация летней кампании. При этом все возникающие проблемы в отрасли решаются совместно как с правительством, так и парламентом региона. Мы совместно решаем те проблемы, которые идут с мест. Депутаты представляют определенные муниципалитеты, и мы с ними постоянно на связи. То есть мы обсуждаем любую проблему, которая, может, для кого-то даже кажется незначительной или мелкой. То есть здесь мы всегда работаем рука об руку, и я надеюсь, что те наши планы на 2022 год, которые сегодня мы озвучим, тоже будут поддержаны Государственным советом Республики Коми. Один из вопросов, который намерены поддержать парламентарии – новый расчет субвенций для муниципальных дошкольных и школьных учреждений. Делается это для увеличения финансирования. Как уже показала практика, в конце каждого года муниципалитетам зачастую не хватает выделенных денег. Этой осенью, к примеру, пришлось срочно выделять необходимые суммы из республиканского бюджета. Эта проблема возникает каждый год. И вот если говорить по концу 2021 года, нам муниципалитетам недостает 1 миллиард 600 тысяч рублей. Это очень серьезная проблема, но из доклада я поняла, что сегодня планируется внести законопроект и внести изменения в методику расчета объема субвенций для наших муниципальных учреждений образования. Это, на мой взгляд, разумно, правильно, и, конечно же, для муниципалитетов это решение вопроса. Поднимали депутаты и вопрос бесплатного горячего питания в школах. Народные избранники поинтересовались, можно ли эту практику распространить на учеников всех классов, а не только на начальное звено. По словам министра, эту возможность уже рассматривали. По предварительным подсчетам бюджеты придется ежегодно дополнительно выделять около миллиарда рублей. Пока в условиях пандемии такой возможности нет. Первым делом нужно привести в порядок пищеблоки в школах и детских садах. Елена Кононова, Олег Жуковский, телеканал Юрган.